Молодые ученые из Чебоксара получили поддержку своих научных идей на федеральном уровне. По удивительному совпадению, оба победителя конкурса – сотрудники одного и того же вуза. И поэтому вручение грантов президента России прошло в стенах Чувашского госуниверситета. Какие разработки оценили эксперты и на что ученые хотят потратить грант, узнавала Оксана Заметина. Константин Владимирович Липин. Пара протокольных фото, крепкие рукопожатия с федеральным инспектором и вот Константин Липин и Сергей Федосеев – обладатели грантов для молодых ученых. Но чтобы этот момент наступил, была проделана серьезная работа. За поддержку своих научных идей на федеральном уровне боролись более 1000 кандидатов со всей России. По Приволжскому федеральному округу 77 молодых ученых были удостоены гранта президента Российской Федерации. По складывающейся в последнее время традиции – это ученые-химики. Победители из Чебоксар работают еще и на одном факультете. На воплощение в жизнь своих идей ученым выплатят по 1 200 000 рублей. Сергей Федосеев объект своего исследования, фрагмент изоникотиновой кислоты, получил еще когда готовился к кандидатской диссертации. То есть встроение каких-то бактерий в клеточную стенку, в ДНК. И когда мы вводим свои вещества с этим же фрагментом, но несколько модифицированные, они уже, микроорганизмы, принимают данные вещества как за свои, как родственные, и не отторгают их. Но эти вещества, они выполняют другие функции в их жизнедеятельности, в жизнедеятельности микроорганизмов, что приводит к их гибели. Наша задача, чтобы они все погибли, конечно же. Речь идет о производстве новых лекарств. Сегодня работы в этом направлении ведут ученые известных российских и зарубежных компаний. От идеи до реализации новых препаратов проходит несколько десятков лет. Несмотря на такой риск, эти исследования необходимы, и у Сергея есть ряд идей. Я вижу целью, то есть не целью, а результатом работы, это именно вот получить вещества и подтвердить их биологическую активность по отношению к каким-то видам патогенных микроорганизмов, грибов, клеточным линиям рака, опухолевым клеточным линиям рака. И, в частности, особое внимание уделяться будет бактериям-возбудителям туберкулеза. Константина Липина к разработке своего проекта подтолкнули исследования японских химиков. В стране восходящего солнца создали вещество, которое помогает вещам не выцветать. А Константину удалось получить в лаборатории его аналог. Мой проект заключается в синтезе новых фотостабилизаторов. Это такие вещества, которые могут поглощать ультрафиолет из солнечного света. Применяются в красках, в красителях, в лаках, там, где нужно защитить материал или технику от вредного воздействия ультрафиолета. Заявку на патент Константин уже подал. Если токсичность фотостабилизаторов, над которыми он работает, окажется низкой, их можно будет добавлять в косметику, например, в солнцезащитные средства. Самое главное в исследованиях – простота, говорит ученый. Тогда разработку можно будет внедрить в промышленное производство с наименьшими затратами. К примеру, эта реакция проходит на воде и с доступными реагентами. Вот, например, взаимодействие, вот видите, уже вещество образовалось, длится, буквально несколько секунд. Полученное вещество уже является объектом исследования данного гранта, и осталось изучить его оптические свойства. Самая затратная часть в научной работе – реактивы, делятся молодые ученые. На их покупку, а также на оборудование лаборатории и расходные материалы они и направят основную часть гранта. На получение необходимых веществ и их изучение в течение 2 лет этих денег должно хватить. А вот для дальнейшего развития потребуется новое финансирование. Но это, возможно, уже вопрос следующего гранта. Оксана Заметина, Михаил Солин, Вести Чебоксары.